Ну что ж, друзья, привет всем. Наконец-то я прошел курс К1 Ультиматум и, наверное, должен об этом записать свой видеоотзыв. Ты не знаешь, каково это! Лишь утратив все до конца, мы обретаем свободу. Честно говоря, до сих пор не верю, что это было реально со мной. Это был такой просто супер нереальный вызов для меня самого себя, не кому-то другому, а самому себе. Более 2 месяцев полной отдачи, можно сказать, кровавой пахоты, физической, психологической, эмоциональной. Каждый день это шаг через боль, через не хочу, через страх, через какие-то привычные границы. Загоняешь себя в полный дискомфорт. Это некое намеренное доведение себя до предела. Зачем мне это было нужно? Это самый частый вопрос. Да потому что в жизни каждого человека наступает такой момент, когда ты больше не можешь терпеть некого своего внутреннего хаоса внутри, когда в голове очень много вопросов. Кто я такой? На что я способен? Где находятся мои пределы? Достиг ли я их? Способен ли я еще на что-то, или уже наступил мой некий предел, потолок? Может, я зря себя там заставляю, мучаю, а может, мне надо сдаться, может, надо согласиться с тем, что уже есть в моей жизни, и не искать каких-то там золотых дворцов. И часто мы себе рисуем этот потолок, этот предел, и верим, что выше него уже нам не прыгнуть. Начинаем сомневаться в себе, критиковать себя, жалеть, и постепенно вязнем в этой суете жизненной, и часто наше окружение подтверждает, то есть нашим каким-то недостаткам, неудачам и нежеланию достигать каких-то новых своих вершин, давать значимую оценку и говорить: так и должно быть, привыкай, все так живут. Но всегда происходит какая-то борьба, и ты ищешь какие-то свои новые крючки, за что зацепиться, чтобы пойти дальше. Наверное, не все на это пойдут, но в моем случае я решил не останавливаться, несмотря на то, что мне уже 47 лет. В таких видах, в таких курсах в основном участвуют более молодые люди, там 30-35. Ну, самым молодому было, по-моему, 23 года. Я один из был самых таких уже старичков, можно сказать. Я пошел на курс К1 Ультиматум, чтобы поставить какие-то точки над «и», чтобы узнать, где мой настоящий предел, и вообще есть он или нет. Сегодня знатно закончили 7-ю неделю на курсе К1 Ультиматум. Знатно получил сегодня люлей. Прорвемся. Сегодня я глянусь назад и понимаю, что этот мой предел, мой потолок, он был иллюзорным. Тот потолок, в который я так верил, он просто не существует, и я его нарисовал сам. Я его нарисовал сам, написал из своих страхов, из своей неуверенности и из привычки ограничивать себя постоянно. Но этому подвержены все. Но что такое на самом деле курс К1 Ультиматум? Это невозможно писать в одном коротком видео. Это можно только прожить, понять через собственное погружение. И для этого нужно мужество, настоящее мужество. Часто повторяющееся слово в рамках этого курса: мужество лежит за гранью дискомфорта. То есть там, где тебе дискомфортно, там, где твои страхи, там и находятся твои двери к новому
к новой версии себя, каких-то новых достижений. Именно там, где тебе плохо, там, где тебе дискомфортно и страшно, там он и находится. А там, где комфортно, где ты находишься сейчас, в тепле, в уюте, там нет мужества, там нет выхода за грань своих пределов, там нету каких-то, там нет развития, там нет роста. Настоящая дверь к твоему «я», настоящему, находится именно там, где живут твои страхи и боль. Сколько раз мы слышим у себя в голове: не ходи туда, не делай этого, зачем тебе это нужно, ты на это не способен. Давай сегодня отдохнем, сделаем в следующий раз, пока нет сил, пока нет ресурсов каких-то. На курсе мы задавали себе главный вопрос: а кто это говорит? Кто нам диктует вот это вот, что можно, а что нельзя? Я сам себе это говорю, или это говорит тот, кто притворяется мной же в моей голове? А я все еще здесь, Джейк. Сколько я за тобой присматривал, сколько я тебе помогал! Без меня тебе не победить. Нет. А знаешь почему? Потому что я и есть ты. Но ты не я. Его лучшая разводка заключалась в том, что он заставил тебя поверить, что он — это ты. Я — это ты. Ты не я! Брось. Я твой лучший друг! Я твой лучший друг! Я — это ты! Я больше тебе не подчиняюсь. Я сам буду тобой управлять. К1 ультиматум — это не просто тренировки, какой-то там мордобой, да, как это выглядит со стороны. На самом деле это всего лишь верхушка айсберга. Вот эти тренировки, бои — это всего лишь верхушка айсберга. Настоящее происходит внутри, в самом сообществе, в этих лекциях, всяких психофизических практиках, выездах на природу, в еженедельном купании в ледяном озере, независимо от погоды и времени года, и многое-многое другое. Это все вытаскивает на поверхность все твое настоящее, все, что скрыто глубоко внутри тебя. И ты понимаешь, что ты, оказывается, совсем не тот, каким себя ты считал, и у тебя ресурсов еще гораздо больше, чем ты считал. Ты начинаешь видеть себя самого очень прозрачно, все свои минусы, плюсы, понимаешь, кто тебе ставит границы. Ты думал, что ты сам себя ограничиваешь, но на самом деле это кто-то другой, кто притворяется тобой в твоей голове. Осознаешь, какие убеждения не твои, а навязанные. И впервые за долгое время начинаешь обретать какую-то ясность в голове, цельность, силу. За этот курс я хочу выразить искреннюю благодарность, конечно же, автору проекта Алмазу Фанисовичу за то, что он создал такое пространство силы, роста, честности. Спасибо всем тренерам, инструкторам за стойкость, мудрость и за то, что не позволяли нам уйти в какие-то иллюзии, всегда показывали нам, кто мы есть настоящие. И огромное спасибо всему сообществу К1 Ультиматум. За эти 2 с лишним месяца я обрел столько настоящих друзей, единомышленников, людей, которые, как и я, прошли через огонь и лед этого пути, люди, которые владеют редчайшим навыком говорить правду в лицо, без какой-то фальши, без лести, без прикрас, вот как есть, так и говорят. В этом курсе ты узнаешь других и самого себя настолько глубоко, что ты становишься частью единого целого. Когда тебе 15 человек говорит одно и то же про твои какие-то слабости или же наоборот сильные стороны, у тебя просто не остается места для сомнений. Это правда. Но не могут 15 человек ошибаться, говорить тебе неправду. Или специально тебе что-то говорить. Они между собой не договариваются. Если это недостаток, ты находишь, видишь его и исправляешь. Если это какое-то хорошее качество, ты принимаешь его, понимаешь, что ты раньше это не ценил в себе, а это в тебе есть, и тебе об этом все говорят. Ты принимаешь это и начинаешь ценить и понимать, это часть меня по-настоящему.
И появляется новый мотив. Не просто хочу быть лучше, а я знаю, кто я. Я готов идти дальше. Идти за какими-то своими целями. Я вынес из курса К1 ультиматум. Главное, у меня внутри гораздо больше ресурсов, чем я о себе когда-то думал. Я не просто смог это пройти, я абсолютно другим человеком стал, как я себя ощущаю. Если вы чувствуете, что застряли, что сомневаетесь в себе, знаете, что ваш потолок, скорее всего, иллюзия. Вы его сами себе нарисовали. А настоящая сила начинается там, где заканчивается комфорт. Хочу только сказать спасибо себе за этот выбор, за то, что я смог это пройти, за собственное мужество. Спасибо курсу К1 ультиматум за правду обо мне самом. Спасибо каждому, кто был рядом на этом пути. 1, 2, 3, ура! Lazy people do a little work and think they should be winning, but winners work as hard as possible and still worry if they're being lazy. Hold my hand until you turn to ashes. Love me till they put me in my casket. I got all these feelings that I'm asking. Now they hate on you, that's what I'm asking. Everyone can say that I'm such a devil. Down for you, baby. How did you forget it? I think about you and nothing else. So if you would just come over, I could show you for myself. It's nights like this when I need your love, when you need someone.